В одном из залов галереи до сих пор пахнет маслом. Работы еще не высохли, ведь их авторы вернулись с пленэра буквально пару дней назад. Усть-Кулом, Кирчомья, Дон, Иб и Нювчем. Это лишь не полный список мест, где молодые художники черпали свое вдохновение. К слову, такой маршрут был выбран не случайно. Творцы буквально шли по пути Василия Кандинского, который абстракционист совершил более 100 лет назад, будучи студентом-юристом. В этом году история с созданием пути для пленэра именно по маршруту Василия Кандинского, она очень созвучна творческой такой повестке всего региона. В целом имя Василия Кандинского постепенно становится неким арт-брендом нашего региона. И очень важно понимать, что то колоссальнейшее влияние, которое оказала природа Республики Коми, культура нашего народа на великого художника, и немногие знают, но я думаю, что в скором времени эта ситуация изменится, что то наследие сырян, которое увидел Василий Кандинский, через себя пропустил, вот именно это стало поворотной точкой в судьбе великого художника, и он стал из обычного юриста великим художником, которого знает весь мир. 12 живописцев из 6 городов России привезли с пленэра пейзажи и портреты. У каждого экспонируется по 5 полотен. Здесь представлена 61 живописная работа. На деле же с пленэра художники привезли куда больше. А после творческого путешествия специальная комиссия выбрала лучшие полотна. И именно их вы можете видеть в этом зале. В среднем каждый подготовил по 15 работ. Отбирали те, которые в первую очередь отражают профессионализм художников. По мнению куратора проекта Виктора Орлова, одна из задач пленэрных проектов – создать настоящую творческую команду. И с ней художники справились. Найти общий язык не помешал ни снег, ни почти минусовая температура. В кругу единомышленников всегда царила теплая атмосфера, напитанная вдохновением. Мы приехали в мир живой деревни, где живут люди, где ходит скотина, где мычит, хрюкает, блеет. Это безумно интересно и изобразительно, потому что просто сайдинг рисовать неинтересно. А вот живое дерево, когда это еще пропитано историей, это все с историей столетней, там 200-летней этих домов, это, конечно, совершенно потрясающе. А это работы Марии Ивановой из Санкт-Петербурга. В Коми она побывала впервые, но, как признается мастер, тема севера ей близка. За минувший год она работала в Вологодской, Архангельской и Мурманской областях. Меня поразил коми-язык, потому что это какое-то тоже невероятное ощущение. Ты будто бы в России, при этом как в Финляндии находишься, слыша другой язык. И такое ощущение, что ты как турист приехал в какой-то на другой мир, на другую планету. И это что-то невероятное. Выставка «Молодые художники Северо-Запада» в Национальной галерее будет экспонироваться месяц. После, по задумке сотрудников галереи, она отправится по районам нашей республики. Алена Югова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.